В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Защитники Родины. Только положительные отзывы, всегда работаем хорошо, до победного практически никого не теряем, что самое главное. Из столицы в зону проведения спецоперации отправилась очередная группа добровольцев. Расскажем о настрое бойцов. Прекрасная Сунна. Социальная организация Хайра доставила продуктовые наборы для ифтара отбывающим наказание в исправительной колонии номер 2 Чернокозово. Здоровье дороже золота. На данном этапе у нас проводится туровая вакцинация. Это все дети с 3 месяцев до 10 лет вакцинируются от полиомиелита. Вакцинация от полиомиелита как необходимость для полноценной жизни. Для чего нужно проходить иммунизацию и о необратимых последствиях заболевания, расскажем в выпуске. Вопросы подготовки медицинских кадров среднего звена для учреждений региона обсудила заместитель руководителя секретариата главы республики, куратор сферы здравоохранения Хутмат Кадырова на встрече с директором Чеченского базового медицинского колледжа Али Фирзаули. Хутмат Кадырова отметила, что именно от кадров среднего звена зависит организация деятельности врача, поэтому важно обучить специалистов на самом высоком уровне. В свою очередь Али Фирзаули рассказал об учебном процессе в колледже. Куратор сферы здравоохранения сообщила, что планирует проводить регулярные встречи с учащимся и принимать активное участие в решении имеющихся вопросов и проблем. Рамадан – время духовного очищения и добродетели. В этот период верующие посвящают себя молитве, благим делам и благотворительности. Социальная организация Хайра провела акцию в поддержку отбывающих наказания. Продукты питания для ифтара передали во 2-ю исправительную колонию Чернокозово. Слово Турпалали Тайсумову. Священное для мусульман время, возможность совершить вкусное разговение появляется и у тех, кто, оступившись перед законом, отбывает время в исправительном учреждении номер 2 села Чернокозово. На этот раз по инициативе благотворительной организации Хайра туда доставили целую газель продовольственных наборов. Мясо в пакетах, овощи, фрукты, коробки с сладостями и соками. Все это и многое другое позволит пребывающим здесь мусульманам провести хороший ифтар. Все содержимое сортируется и отправляется на склад. Оттуда они попадут на кухню, где из них приготовят множество горячих блюд. По словам волонтеров, они искренне рады поддержать заключенных в месяц Рамадан. Осужденные рассказывают, что им предоставляется все необходимое для соблюдения поста, и такая поддержка вызывает лишь благодарность. Любой человек, совершивший жизненную ошибку, имеет право на искупление, особенно в такое ценное время. В данном учреждении эту возможность предоставляют ежегодно, чтобы люди могли заботиться друг о друге, несмотря ни на что. Турпалали Тайсумов, Ризван Насипов и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. После подготовки на базе Российского университета спецназа очередная партия добровольцев выдвинулась в зону СВО. Среди них представители разных национальностей из регионов страны. Под руководством опытных инструкторов они прошли ускоренный курс боевых знаний. Эти бойцы пополнят ряды спецподразделения «Ахмат». Они полностью экипированы и готовы выполнять поставленные руководством государства задачи. Все нужды новобранцев региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова взял на себя. Проводить их прибыли председатель парламента Магомед Даудов и министр внутренних дел Руслан Алханов. Мы защищаем наше население, наши земли, самое главное, нашу веру, веру Всевышнего. Это без разницы. У каждого народа есть свой язык, своя культура, обычаи, традиции. Один и вера Всевышнего у каждого человека одна. Но мы видим, что та сторона выбрала сторону
сатаны, в сторону фашизма, нацизма. И самое страшное, то, что они внедряют, стараются внедрить, а у себя уже внедряют, это то, что они так называют свободу, демократию и то, что входит туда. Стоит отметить, что в добровольческие отряды входят бойцы, которые не впервые отправляются в боевые точки. Их опыт, а также полученные новые знания пригодятся в борьбе с неонацистами. Сюда приехал Апте Аронович, просто вдохновляет. Вот благодаря Всевышнему он через него открыл сердца для борьбы против сатанизма, против всей этой мерзости, которую Запад пытается навязать нашей родине. И объединив все национальности в одно движение, мы здесь будем вместе все побеждать. Всероссийская научно-практическая конференция «Сохраняя культуру, сохраняем нацию» в Грозном объединил воспитателей, методистов, специалистов в сфере дошкольного образования. На деловую программу прибыли гости из разных регионов страны и даже зарубежья. О проектах, методиках и авторских технологиях, представленных на мероприятии, расскажет Мадина Нусалчиева. Якутия, Башкирия, Бурятия. Сегодня педагогов дошкольного образования из этих субъектов, а также Узбекистана свела в Грозненском детском саду номер 5 «Дики» любовь к своему делу и секционное занятие, проводимое в регионе в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Сохраняя культуру, сохраняем нацию». Эта конференция дает нам возможность обменяться опытом работы по теме, по изучению родного языка, по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. И, пользуясь случаем, я бы хотела выразить большую благодарность Хадижат Рамзановне за то, что она организовала эту конференцию, за то, что она дала нам возможность принять участие. И у нас сегодня в нашей республике есть такие замечательные гости. Гости региона уже успели познакомиться с его красотами и живописными видами. В течение прошедших дней для них провели экскурсию. В Дики встретили национальными танцами в исполнении детского ансамбля. Главная цель проведения мероприятия – повышение квалификации и обмен опытом. Каждая из участниц поочередно представила свои доклады совместно с видеороликом педагогической разработки. Все они были направлены на ознакомление детей с культурой своего народа. Заведующая детского сада номер 11 Сулус-Чаан Мария Сивцева и воспитатель Наталья Олесова из республики Саха, Якутия, посвятили свою работу воспитанию дошкольников на основе традиций народа Саха. Каждый четверг в нашем детском саду надеваем наши национальные костюмы. То есть этот день считается Саха-кюне, в переводе как якутский день. Все педагоги и дети одеваем национальные костюмы, проводятся различные образовательные деятельности, настольные игры. И каждый четверг наши дети смотрят мультфильмы по национальным мотивам. У нас в республике в основном во всех детских садах ведется работа посредством приобщения детей национальной культуре, обычаю, традициям народа Саха. Желаю своим коллегам развития, еще лучше работать, приобщать детей ценностям, культуре народа, обычаям, традициям, чтобы не забывали свой родной язык. Конференция состоится 12 апреля. В деловую программу войдут научные секции, круглый стол, мастер-классы и практические сессии. Подключиться к дискуссиям и решению важных для дошкольного образования и воспитанию вопросов смогут все зарегистрированные участники. Участники научно-практической конференции намерены обратить внимание профессионального сообщества и широкой общественности на вопросы воспитания в детях, хорошее уважительное отношение к другим народам, сохранение и передачи национальных ценностей и культурных традиций. Мадина Нусалчиева, Шейх Мансур Умалатов, Вести, Чеченская Республика. Благодаря массовой вакцинации в современном мире полиомиелит – заболевание редкое, однако оно есть и поражает нервную систему. Болеют как дети, так и взрослые. Лекарства от полиомиелита не существует. Единственной мерой предупреждения заболевания является вакцинация. Это поможет сберечь здоровье и качество жизни. Амина Тупилагова с подробностями.
Полиомиелит – это опасное для жизни острое инфекционное заболевание, вызываемое полиовирусом. В основном им болеют дети младше 5 лет, а самое ужасное, что по первоначальным симптомам его можно спутать с ОРВИ. Заболевание начинается с повышением температуры тела, которую чаще мамы воспринимают как обычную острую респираторную вирусную инфекцию, которым чаще всего дети болеют. Затем присоединяются боли в животе, происходит поражение верхних дыхательных путей с последующим развитием параличей мышц, ног, рук, туловища, как было уже выше сказано. И эти процессы все являются необратимыми. Применительно к полиомиелиту возникла почти уникальная ситуация. Не существует известных методов лечения во всем мире. Поэтому все действия относительно активной стадии недуга направлены на устранение симптомов болезни и недопущение развития осложнений. Существует высокоэффективная мера профилактики – вакцинация. Пройти ее достаточно просто. Нужно обратиться в детскую поликлинику к своему участковому педиатру. Участковый врач-педиатр проводит осмотр, термометрию. Если нет противопоказаний к вакцинации, ребенок направляется в прививочный кабинет, где непосредственно получает свою прививку. Существует две прививки разные у нас в России. Это неживая, вот в народе она называется неживая, это инактивированная полиомиелитная вакцина, и оральная, это вот капельки, как у нас говорят. Если ребенок вакцинируется вовремя по нацкалендарю, он получает прививки в 3 месяца, в 4,5, в 6 месяцев, 18 месяцев, 20 месяцев и ревакцинацию в 6 лет. Родители детей в вопросах вакцинации расходятся во мнении, стоит ли делать. Причем интересный момент, что среди ярых противников нету непривитых или переболевших. На просторах интернета периодически появляются фейки, но благо, что здравый смысл побеждает и сторонников все же больше. Если их не делать, то очень плохие последствия, дети болеют. И, конечно же, я полностью за, потому что мне очень дорого здоровье своего ребенка. У меня их в целом 5, и ни одну прививку мы не пропускали. Я помню, как моя мама меня водила на прививки, и я своих тоже вожу, и мне кажется, что это обязательно. Также в обществе бытует мнение, что отечественная вакцина уступает зарубежным, но доказательств такому суждению нет. А вот обратных примеров огромное множество. Еще идет с 19 века. Это впервые в Российской империи появились эти вакцины. И вакцинация в советское время доказала, что сколько спасенных жизней, и даже от новой коронавирусной инфекции мы первые в мире создали вакцину. Вот отечественная вакцина работает на все 100%. Хотя болезнь изучена уже давно и относится к числу общеизвестных, риск возникновения вспышек заболевания все же остается, так как отказ от вакцинации чреват ослаблением коллективного иммунитета. Единственный способ защитить ребенка от полиомиелита – это прививка. И пренебрегать данной мерой ни в коем случае нельзя, ведь последствия заболевания необратимы и ведут к инвалидности. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.